Алхамдулиллахи Раббил Алямин, вассаляту вассаляму аля саййидил мурсалин Мухаммадин ибн Абдиллахи ва аля алихи ва сахби вассалям, амма ба'д. Братья, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Куль атиу Аллаху ва атиу Расуля, фа ин таваллю, фа иннама алейхи ма хуммиля, ва алейкум ма хуммильтум, ва ин тути'уху тахтаду, ва ма аля расули илля аль-балягуль мубин». Скажи: повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику, и если вы отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что возложено на него, а вы отвечаете за то, что возложено на вас. Но если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. На посланника Аллаха возложена только ясная передача откровений. В этом аяте баракаллаху фикум Всевышний Аллах Субхану ва Тааля указывает на одну из самых великих причин, братья, ведения Всевышним человека по прямому пути, а это следование за пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вама атакумур расулю фахузу, вама нахакум анху фантаху, ваттакуллаха, инналлаха шадидуль икаб». Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании. Баракаллаху фикум, исходя из выше двух приведенных аятов, хотелось бы поговорить о некоторых забытых суннах, о которых люди либо не знают, братья, либо знали и забыли. Баракаллаху фикум. А если кто знал и забыл, то это будет ему. А если кто-то знал и не забыл, то это будет ему напоминание. Баракаллаху фикум, как сказал Всевышний Аллах: «Фазакир, напоминай, инна зикра танфуль муминин», поистине напоминание приносит пользу верующим. Баракаллаху фикум, из тех сунн, которых многие люди не знают, или же если знают, то часто забывают, это баракаллаху фикум омовение перед сном. Омовение перед сном. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передает Аль-Бара ибн Азиб радийаллаху анху: если ты ложишься спать, то совершай такое же омовение, как ты совершаешь омовение для молитвы, и затем ложись на правый бок. Этот хадис баракаллаху фикум передали имам Бухари и имам Муслим. Также баракаллаху фикум в другом хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот хадис привел шейх Альбани в сильсиле сахиха, о том, что когда человек совершает омовение перед сном, ложится спать, в его одежде спит ангел, ночует, не спит, ночует ангел. И каждый раз, когда человек поворачивается с бока на бок, или же просыпается, ангел просит за него прощения. Поэтому, братья, баракаллаху фикум, из причин или же из пользы совершать омовение перед сном, то, что за тебя просит прощения тот, кто никогда не грешит, а это ангел. Вторая, баракаллаху фикум, сунна, которые не практикуют многие люди, а это чтение суры Ихлас и суры Фалях и суры Нас перед сном, как на это указывает хадис от Айши. Она рассказывала то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, когда ложился, то есть каждую ночь, когда ложился спать, собирал вот так вот две ладошки, немножко плевал в них, вот так чуть-чуть плевал, и потом вот в это чуть-чуть наплеванное читал «Куль гу Аллаху ахад», «Куль аузу бироббиль фалях», «Куль аузу бироббин нас», и потом обтирал то, что мог с своего тела. И так делал это 3 раза. Баракаллаху фикум. Этот хадис передал имам Бухари. Третья сунна, баракаллаху фикум, который не делают очень многие люди, она очень важная, особенно в наши дни, братья. Это такбир, тазбих перед сном и тахмид, баракаллаху фикум. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как это пришло в хадисе от Али радийаллаху анху, он рассказывал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда к нему пришла его дочь Фатима и жаловалась на то, что она очень сильно устает, и попросила у него выделить ей слугу, он сказал: не указать ли мне вам на то, что лучше для вас, чем слуга? Когда вы ложитесь спать, или же когда собираетесь спать, то скажите 34 раза Аллаху Акбар, 33 раза Субханаллах и 33 раза Альхамдулилля. Это лучше для вас, чем слуга. Это лучше для вас, чем слуга. Этот хадис передал имам Бухари и Муслим. И поэтому, баракаллаху фикум, этот зикр, то есть 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля, 33 раза Аллаху Акбар, братья, является одной из наисильнейших причин, восстанавливающей силу человека. Потому что он сказал, она же пожаловалась, что она устает, и он сказал на то, что лучше, чем слуга. Также, братья, баракаллаху фикум, в этом хадисе указание на важность совершения дополнительных молитв. Потому что, братья, если простой зикр придает столько силы верующему, что он даже, может быть, спит несколько часов всего лишь, но сделав этот зикр, просыпается, чувствуя себя бодрым, то что сказать о том человеке, который бережливо относится к дополнительным молитвам, баракаллаху фикум. Четвертое, братья, сунна, который мало кто практикует,
Это дуа, братья, когда человек просыпается. То есть, как только проснулся, сделай дуа. На это указывает хадис Ибад ибн Самита, ради Аллаху анху. Он рассказывал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто просыпается ночью и говорит: «Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, ляху мульку ва ляху лхамду, ва хуа ля кулли шейн кадир, альхамдуллях, субханаллах, Аллаху акбар, ля хауля ва ля куата илля билля». И потом, если скажет: «Аллаху магфирли, о Аллах, прости меня», или же попросит о чем-то у Всевышнего Аллаха, субхану тааля, ему будет обязательно отвечено. Ему будет обязательно отвечено, баракаллаху фикум. А если он еще совершит омовение и помолится, то его молитва будет принята, баракаллаху фикум. Этот хадис Бухари. Думаю, многие из нас об этой сунне не знали, баракаллаху фикум. Также, баракаллаху фикум, важной сунной, пятое, является делать дуа, когда человек просыпается по утрам, как, допустим, слова «Альхамдулиллахи ллади ахьяна бада ма аматана ва иляйхи нушур». Этот хадис передал Бухари, баракаллаху фикум, от Хузайфа ибн Яман. И еще есть несколько дуа, баракаллаху фикум. Тот, кто хочет с ними познакомиться, может открыть книгу «Сады праведных», там упомянуты эти дуа. Мы уже говорили о некоторых адабах или о некоторых суннах, связанных со сном. Это тоже связано со сном. А это чистить свою постель перед сном. В хадисе от Абу Гурайры передается, ради Аллаху анху, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто из вас ложится, если один из вас ложится на постель, пусть возьмет край своей одежды и почистит ей свою постель. И упомянет имя Аллаха, то есть со словами «бисмилля», как бы очищаешь свою постель, то есть что-то сказать, вроде как подметаешь своей одеждой. Поистине он не знает, что оставил после себя на своей постели. Этот хадис передал имам Муслим. Это является сунной махджура, который в наше время практически никто не выполняет, или очень мало кто из нас ее делает. Аллаху мустаан. Просим Всевышнего Аллаха субхану тааля помочь нам в изучении сунны и в ее практике. Сунна, баракаллаху фикум, связанная тоже со сном, а это из сунан, который делается после того, как человек проснется. А это хорошо высморкаться 3 раза. Как пришло в хадисе от Абу Гурайры, ради Аллаху анху, он сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если один из вас проснется, то пусть высморкается 3 раза. Поистине шайтан ночевал в его ноздрях. Этот хадис передал имам Муслим. Соответственно, это делается где? Это делается при омовении. То есть желательно человеку, баракаллаху фикум, высморкаться 3 раза. То есть не делать легкое омовение по 1 разу, если он просыпается после ночного сна, а высморкаться именно 3 раза. Баракаллаху фикум. Также из сун, мы говорили об этом хадисе, но баракаллаху об этой сунне, но не обратили на нее внимания, то есть довод приводили, а это ложить правую руку, баракаллаху фикум, под правую щеку во время сна, как это пришло в хадисе Бара, ради Аллаху анху. Он говорил о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: если кто-либо из вас ложится, пусть положит правую руку под свою правую щеку и скажет: Аллаху макини адабака йома тамасу ибадак. «О Аллах, обереги меня от наказания Твоего в тот день, когда Ты воскресишь своих рабов». Сунна, баракаллаху фикум, связана тоже со сном, а это когда человек просыпается ото сна. Сунна является, баракаллаху фикум, руками вытереть свое лицо, как на это указывает хадис Абдуллы ибн Аббаса, ради Аллаху анху. Он рассказывал о том, что пророк, то есть длинный хадис, и в нем рассказано о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проснулся и начал вытирать руками свое лицо. Этот хадис передал имам Бухари и имам Муслим, баракаллаху фикум. Сунна, также связанная со сном, 3 момента, баракаллаху фикум. Это, во-первых, потушить огонь, во-вторых, закрыть посуду, третье, закрыть двери. Доводом тому является хадис, который привел имам Бухари, назвал эту главу, в которой привел этот хадис, сказал: глава о том, что не следует оставлять огонь в доме во время сна. И передал хадис от Салима, ради Аллаху анху, от его отца Абдулла ибн Умара, ради Аллаху анху. Он сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не оставляйте огонь в ваших домах, когда вы спите. Также пришел хадис от Абу Муса аль-Ашари, ради Аллаху анху. Он рассказывал о том, что однажды сгорел в Медине дом, то есть сгорел дом и жители этого дома. И об этом рассказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: поистине этот огонь является врагом для вас, и поэтому, когда вы ложитесь спать, то тушите его. Поэтому, если у человека дома горит огонь, печка, камин, или же какие-то электроприборы и так далее, то есть что-то, в чем есть опасность, и надо стараться, баракаллаху фикум, тушить. Также в хадисе от Джабира ибн Абдилля, ради Аллаху анху, пришло, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: закрывайте ваши посуды и закрывайте ваши двери и тушите ваши свечи. Поистине фуайсика, то есть имеется в виду мыши, крысы и другие животные, могут пробежать и задеть огонь, то есть свечу и так далее,
и сжечь обитателей этого дома. Баракаллаху фикум. Поэтому следует тушить огонь или все, что похоже на это, также закрывать посуды, также закрывать двери. Также баракаллаху фикум из забытых сунн в наше время является засыпать с тахаратом. Как на это указывает хадис Абдулла ибн Умара, который привел шейх Альбани в Таргиб, Сахих Таргиб под номером 597, и сказал о том, что Абдулла ибн Умар рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, сказал: «Ман бата тахиран бата фи ша'рихи малик». Тот, кто ложится спать с самовением, вместе с ним, то есть там находится ангел, то есть под его или в его одежде. Фаля ястайқизу илля каль малик, и каждый раз, когда он просыпается или же не успеет он проснуться, как ангел говорит: Аллаху макфир ли абдика фуляну, Аллах, прости такому-то своему рабу, фаиннаху бата тахиран, поистине он лег спать самовением, поистине лег спать самовением. Также баракаллаху фикум из забытых сунн является ложиться спать с намерением проснуться ночью помолиться. Даже если ты не проснешься, тебе за это будет написана награда. Как на это указывает хадис от Айши, ради Аллаху анха, она рассказывала о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ма минимрин, такун лягу саляту билля». Любой человек, который совершает молитву по ночам, фаяглибуху алейха наум, но он заснет и не встанет на нее, илля катабаллаху лягу аджра саляти, и Всевышний Аллах запишет ему награду за его молитву, вакана наумуху алейхи садака, и его сон будет для него как садака. Также баракаллаху фикум из забытых сунн сегодня это читать суру Аль-Кафирун перед сном. На что указывает хадис Фарва ибн Науфаля, он передал от своего отца, от своего отца, то есть Науфаля, ради Аллаху, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал Науфалю, ради Аллаху: «Икра куль я аюль кафирун», читай куль я аюль кафирун. «Сумма нам аля хатимиха», и как только прочитаешь, ложись спать. «Фаинна абарату мина ширк», поистине это будет непричастностью для тебя от ширка. То есть, если будешь читать эту суру, Всевышний Аллах будет оберегать тебя от ширка. Также баракаллаху фикум из забытых сунн или из тех зикров, которые совершаются перед сном, это слова, которые говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как это пришло в хадисе от Аби Абдиррахмана аль-Хубли. Он рассказывал: однажды к нам пришел Абдулла ибн Амр, ради Аллаху анху. Однажды нам Абдулла ибн Амр, ради Аллаху анху, вынес какие-то листочки или какую-то тетрадь или что-то вроде тетради. И сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обучал нас, говорил: Аллахума фатир самавати валь арда, алим аль гайби ва шахади, анта робба кулли шей, иляху кулли шей, ашхаду ан ла иляха илля ант, аузу бика мина шайтан, ва ширкихи, ва аузу бика ан актариф аля нафси сона, ва джурраху муслим. То есть говорил: Аллахума фатир самавати валь арда, Аллаху, создатель небес и земли, алим аль гайби ва шахади, тот, кто знает скрытое и явное, анта робба кулли шей, ты являешься Господом каждой вещи, ва иляху кулли шей, и божеством над каждой вещью. Ашхаду ан ла иляха илля ант, я свидетельствую о том, что нет никого достойного поклонения, кроме тебя. Аузу бика мина шайтани ва ширки, я прибегаю к тебе от шайтана и его ширка. Аузу бика нахтариф аля нафси сон, и прошу тебя оберечь меня, чтобы я не поступил сам с собой плохо, а ваджурруху иля муслиму, или чтобы не поступил, не совершил какое-то зло какому-то мусульманину. Вообще, баракаллаху фикум, в общем, из забытых сунн это то, что человек из забытых сунн это поминание Всевышнего Аллаха субхану перед сном. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который передал Абу Хурайра, ради Аллаху, под номером шейх Альбани упомянул хадис под номером 611 в Сахих Таргиб: «Мандиттаджа маджан лям ядкурилляха фи кана алейхи тиратан йом аль-киям». Тот, кто ложится спать, не поминая Всевышнего Аллаха, в судный день он будет нести ответственность за это. «Оман када макадан лям ядкурилляха фи», тот, кто садится, то есть в каком-то месте, и не поминает Всевышнего Аллаха там, кана алейхи тиратан йом аль-кияма, будет нести ответственность за это в судный день. Из забытых сунн является то, что называется кайлюля, то есть это отдых днем. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, шейх Альбани упомянул его под номером 1647: «Укилю фаинна шайтана ля такиль». Отдыхайте днем, поистине шайтана не отдыхает днем. Баракаллаху фикум. Кайлюля – это отдых днем, и говорят ученые о том, что если посмотреть на все хадисы или аthары в совокупности, то свахабы или же сподвижники делали это перед обеденной молитвой. Баракаллаху фикум, или большая часть у них указана. Второй, братья, кайлюля — это не обязательно, чтобы ты спал. Даже просто ляг, полежи, расслабься и так далее, это тоже является кайлюля. Следующий хадис — это дуа перед сном.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда ложился спать, говорил: «Ля иляха илляллах, вахдаху ля шарика лях, лягу мульку ва лягу льхамду, ва гуа ля кулли шайин кадир». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Он один, нет ему сотоварищей. Ему принадлежит власть, ему принадлежит вся хвала, и он над всякой вещью мощен. Ля хауля ва ля куата илля билля. Нет силы и мощи, кроме как от Всевышнего Аллаха. Субханаллах, альхамдулилля, ва ля иляха илляллах, Аллаху акбар. Пречист Аллах, хвала Аллаху. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. И Аллах самый великий, тот, кто будет говорить это перед сном. Гуфира лягу дунубу, ему будут прощены грехи. Аукаля хатаягу, или же его прегрешения. Уинкана митлю забади аль-бахр. Даже если количество этих грехов или прегрешений будет подобно морской пене. Это забытая сунна. А она есть, баракаллаху, это дуа, где? Крепости мусульман. Следующая забытая сунна — это чтение двух последних аятов из суры Бакара. Передается, что Абу Масуд аль-Бадри рассказывал, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тому, кто станет читать ночью два последних аята из суры Аль-Бакара, этого будет достаточно. То есть имеется в виду перед сном, начиная с слов амана ар-расулю баракаллаху. Ученые говорят, баракаллаху, этих двух вышеупомянутых аятов будет достаточно, чтобы в течение ночи эти два аята служили человеку защитой от всего дурного, от всего дурного. То есть чтение этих двух аятов защищает человека по ночам от всего дурного. То есть этого ему будет достаточно. Следующая, баракаллаху, малоизвестная сунна, а это то дуа, который говорится, если человек увидит что-то страшное во сне. Если видит во сне что-то страшное. В хадисе, баракаллаху, который привел шейх Альбани в сильсиле, говорится: «Джаараджуля наби саллаллаху фашак иляхи ахауиль ярага фильманам». Пришел один человек к пророку, саллаллаху алейхи салям, и рассказал о тех ужасах, которые он видит во сне. Или рассказал о том, что он видит всякие ужасные вещи во сне. Факаль, на что пророк саллаллаху алейхи сказал: «Ида ауэйта или фирашик, если ты ложишься на свою постель, факуль, скажи: аузу би калимати ляхи тамма мин гадабихи ва икабихи». Я прибегаю к полноценным словам Всевышнего Аллаха субхану ва тааля от его гнева и его наказания. Ва мин шарри ибадихи, и от зла его рабов. Ва мин шарри хамазати шаятин, и от зла наущений шайтана. Ван яхдурун, и чтобы они не пребывали, то есть не приходили ко мне, то есть к тому, кто делает это дуа. Это баракаллаху, первый вид дуа. Также в другом хадисе рассказывается, от Халида ибн Валида передается, он рассказал: кунту афзау билляй, меня что-то пугало по ночам. То есть страшные сны. Фаатайту набия саллаллаху факульта, я пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: инни афзау билляй фаахзу сайфа фаля аль-кашей илля дарабту уби сайфа. Мне во сне снится что-то страшное, я хватаю свой меч и начинаю бить своим мечом все, что попадается мне. Факали Расулуллах саллаллаху, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: аляу алимука калимат, аллямани рухуль амин. Не сообщить ли мне тебе о тех словах, которые научил меня дух достойный доверия, то есть имеется в виду Джибриль алейхиссалям: аузу би калимати ляхи таммати ляти ля юджауизухунна баррун валя фаджр. Прибегая к полноценным словам Всевышнего Аллаха, которые не могут, то есть через которые не может пройти или на которые не может посягнуть ни благочестивый, ни нечестивец. Мишарри маянзилю мин сама. Прибегаю от зла, который снисходит с небес. Ва мая руджуфиге, от того зла, который поднимается к небесам. Ва мишарри фитани ляйли ван нагар, и от зла смут ночи, дневных и ночных смут. Ва минкулли тарик инилля тарик ятруку бихайри я рахман. И от зла каждого стучащегося в дверь, кроме того, кто стучится с добром. О Рахман, о милующий, о милостивый, о милостивый. Баракаллаху, вот эти два дуа делаются, когда человек видит что-то страшное во сне, или ему снятся страшные сны. В следующем хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, то есть от него передается: «Нага нин науми кабля аль-иша валь хадиф бада». Пророк саллаллаху запретил спать перед иша, то есть между магрибом и иша, и разговаривать после иша. В это время, наше время, это не то, что забытая сунна, это умерщвленная сунна. В некоторых хадисах сказано исключением из разговора после иша является поминание Всевышнего Аллаха, требование знания или же беседа с супругой. Беседа с супругой, то есть когда мужчина целый день где-то по делам, приходит домой, баракаллаху, и уделяет время своей супруге, это является разрешенным и желательным, баракаллаху. И поэтому в наше время мало кто в этой общине молится по ночам. Почему? Потому что поздно ложатся. А если бы человек ложился рано, сразу после иша, баракаллаху, то он просыпался бы за час, за два, может быть, даже до
до наступления фаджра, и помолиться бы у него время было бы, и поучиться у него время было бы, баракаллаху фикум. Но когда люди оставляют сунну пророка саллаллаху, все у них потом, то есть ничего у них потом не получается. Ни учиться, ни молиться, валлаху аль-мустаан. В следующем хадисе посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Изастайказа ахадукум фальякуль», если кто-то из вас проснется, то пусть говорит: «Альхамдулиллахи аллази радда алей рухи», хвала Аллаху, который вернул мне мою душу, «Ва афани фи джасади», и сделал здоровым мое тело, «Ва адина ли бидикри», и позволил мне поминать его. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون